Есть возможность провести такую пресс-конференцию, поскольку мы давно не встречались вот на таком уровне. Мы будем благодарны за объективное освещение тех вопросов, которые у вас возникнут. И надеемся на то, что вы получите, в общем-то, исчерпывающие ответы на интересующие вас темы. Во-первых, я хотел бы начать с того, что сегодня вы были свидетелями торжественного мероприятия, а именно подписания нашими молодыми футболистами первых профессиональных контрактов. Я хотел бы в вашем присутствии, в присутствии родителей, искренне пожелать им спортивных успехов не только на футбольном поле стадиона «Спартак» и «Прокопенко» в городе Бобруйске, а также на футбольных полях Республики Беларусь, и не только Республики Беларусь, но и полях всего мира. Поэтому, опять же, это знаменательный, торжественный момент. Мы заметили с помощью, под руководством тренеров, и надеемся, что они будут гордостью нашего города, их родителей и так далее, всей нашей республики. Вот я хотел бы еще раз, ребята, поздравить вас. И это только начало той кропотливой работы, которую вы только начали. Остальное все зависит от вас. Мы дали вам путевку в жизнь. Опять же, все успехи только от постоянной кропотливой работы. Поздравляю вас, ребята. И вкратце хотел бы рассказать, опять же, о футбольном клубе «Белшина». О ситуации, та, которая сейчас есть. То, что мы находимся на 8-м месте, мы все прекрасно знаем и рассматриваем вот это положение дел на сегодняшний момент как неудовлетворительное. Но в то же время оно не критическое для нас. Какие причины служили вот таким, будем говорить, неудовлетворительным состоянием дел? Это в первую очередь, наверное, моя вина как генерального директора. Где-то надо было раньше оперативно подключиться к работе, в работе главного тренера, где он говорил постоянно. Хотя все равно, еще раз хочу повторить, что это моя вина. И мне надо было раньше принимать оперативные меры. Верял, все будет нормально. Оказалось то, что получилось. Но опять же говорю, что я не снимаю вины с себя и буду приниматься всем, и вновь назначенным главным тренером, и мной как директором клуба, все меры для того, чтобы поправить это положение. Что мы делаем? Для того, чтобы вот эти слова, которые я сказал, они неудовлетворительно критические. Во-первых, мы поменяли главного тренера, это первое. Второе, мы начали плотно заниматься усилением состава. Пригласили 2 игроков, которые уже заявлены. Это Гонза Дмитрий из Гомеля и Крутов Александр из Ислачи. Они уже отыграли по первому тайму в 1 и 2 игре. И впечатление главного тренера, и руководством клуба положительно. В дальнейшем, в ближайшие дни, мы планируем подписать еще 3-4 игроков, которые усилят нашу команду и вместе с нами позволят выйти ту задачу, которая стоит перед нами. Это что касается усиления команды. Мы еще раз хотел бы сказать, проанализировали статистику предыдущих лет игры команд первой лиги. Опять же, ситуация напряженная, но не критическая. И та задача, которая стоит перед командой, те обещания, которые мы давали руководству города, нам, генеральным спонсорам, задача не снимается, а именно выход в высшую лигу. У меня все, спасибо за внимание.
Если есть вопросы, пожалуйста. Андрей Чирик, коммерческий курьер. Ну, по поводу тренера давайте точно проясним. То есть Градобоев уже не его, я так понимаю. Согласно положению, мы не имеем права его утвердить, но все надежды мы связываем с именно главным тренером Градобоевым Эдуардом Владимировичем. Тут это я убедил и руководство города и так далее. То есть альтернативных кандидатур мы не рассмотрим. По поводу 3-4 будущих подписаний, что-то более конкретно можно очертить, хотя бы по... Могу сказать конкретно, я не буду называть фамилии, но конкретно по позициям. Это планируем, ведем переговоры, и они близки подписанию соглашения. Это центральный защитник, это центральный полузащитник. Ведем переговоры, тоже парень хочет играть у нас, защитник крайний, значит, с лицензионного возраста. И ведем еще переговоры по лимитчику, как мы называем, именно нападающим. Вот тот круг людей, то те, которые мы, так сказать, ведем. Да, близки к подписанию соглашения по, опять же, тому же лимитчику, говорим мы, именно по вратарю. Это парень из Батыя. Вот тоже конкретно 2 подписали, еще 3, 4, 5 человек будет получаться. Значит, будем решать эти вопросы. Еще вопросы, пожалуйста. Я так, мне кажется, я все уже сказал. Ну а игра покажет. Ребята, я ежедневно, ну так еще для того, чтобы вы понимали, знали, ежедневно я в команде, ежедневно встречаюсь, по несколько раз общаюсь с главным тренером, тренерским штабом, с медперсоналом команды. На данный момент у всех, по крайней мере, с их слов, боевое настроение. Но это показала и игра последняя с Смолевичами. Мы, например, рядом все 2 тайма мы провели в общении с мэром города Смолевич, нашим бобруйчанином, вернее, работал у нас, Загорцев Михаил Гаврилович. В то же время и он сказал, что доволен игрой бобруйчан, но в то же время недоволен игрой своих ребят. Ну вот, в принципе, все. Тогда спасибо, напомнили в этой связи еще один вопрос. Была ли уже встреча с новым председателем горисполкома? Да, было. На мой взгляд, состоялся конструктивный предметный разговор на предмет оказания с нашей стороны это эффективной работы по всем направлениям. Я заверил мэра города, и в то же время мэр города пообещал оказывать всемирную поддержку по функционированию и работе футбольного клуба «Белшева» с теми задачами, которые они стоят перед футбольным клубом, перед командой, перед городом. У меня, по крайней мере, оставило положительное впечатление от встречи с новоназначенным мэром. Скажите, Андрей, вот эти ребята, с которыми сегодня контракты подписаны, они все бобруйчане? Значит, к сожалению, нет, но нет, они не бобруйчане. Поэтому мы сегодня, во-первых, это впервые в городе Бобруйске проводится, это не пиар-акция, это планированная работа. И когда я пришел руководить футбольным клубом, вернее, меня назначили, значит, одна из главных задач, которая стоит, разработать концепцию развития футбола в городе Бобруйске. Значит, мы еще не довели до вновь назначенного мэра, но она будет доведена. Вот в августе месяце
мы планируем подписать контракты и с ребятами 2002 года рождения, которые учатся в академии, футбольной академии в городе Минске. Провели с ними переговоры. Ведь эта работа была, вот даже то, что мы сегодня подписали контракты с ребятами 2000 года рождения. Во-первых, мне приятно было, что откликнулись родители этих молодых ребят. У нас состоялся, ну, не деловой, а чисто такой, ну, будем говорить, родительский разговор. Я не как директор говорил, а хотелось говорить как и руководитель, но тоже как, ну, старший по званию, по еще, я не знаю чему. И у нас мы нашли с родителями этих ребят, ну, полное взаимопонимание. И какое-то было, ну, чисто человеческие, нормальные отношения. Я вот рад, что родители откликнулись. Вот здесь я вижу мать одного и так стоят. Поэтому мы все равно зависит, мы дали первый шаг ребятам. Возможно, чтобы они оказались или стали, вернее, профессионалами. А остальное, конечно, будет зависеть, конечно же, от руководства клуба, но в первую очередь от ребят, которые дали возможность проявить, и они будут, так сказать, играть, привлекаться к основной команде нашей. Этого, и четко эта позиция просматривается и в отношении главного тренера. Больше того, вот я могу сказать, тут есть участник этого совещания, опять же, это мы собирали всех детских тренеров еще где-то в марте, Владимир Александрович, в марте месяце пробно говорили с тренерами, с директорами ДЮСШ, как на Прокопенко, директора Боровского Александра Геннадьевича, так и вместе с главным тренером команды. И говорили, наша позиция, это не просто так вот поговорить, а именно вот именно выращивать, растить тех футболистов, которые, основная масса игроков должна быть воспитаннее города Бобруйска. Это вот моя позиция, и я это показываю, то, что делаем, мы будем делать дальше. Но ребята прошли предварительный смотр. Конечно. Сколько всего человек проходило? Сколько там? Значит, ну, это больше можно сказать, то есть все просматриваются ребята, вот выбрали 6. Ну, все это сколько? 6 подписали, а в этом это больше можно сказать, значит, директор Подубский и Боровский. Это с ними, пожалуйста, можно конкретно эту тему переговорить. Спасибо. Я в отборе не участвую. Все? Все, спасибо. И вам спасибо. Спасибо.